Не думай, что карта лишь пестрый узор расплывчатых пятен и ломаных линий. Взгляни и увидишь безбрежный простор далеких морей, разукрашенных в синий. Татарстан является одним из самых пишущих регионов России. И татарское книжное издательство было основано более 100 лет назад, в 1919 году. За эти годы были опубликованы десятки тысяч экземпляров художественной и детской литературы, учебников и академических изданий. Большая часть литературы издавалась на татарском языке. Ну и продолжает издаваться. О том, какие новинки нашли своего читателя за последнее время, к нам пришла рассказать заместитель редактора татарского книжного издательства Венера Шамсудинова. Доброе утро. Здравствуйте. Я у вас позаимствовал книжку под названием «Путешествие по карте». Понимаю. Тем более каждая книга такая красочная, поэтому... Я вот зачитался вот такой красочной, детской, но в целом мне простительно. Это было интересно. По возрасту. Да, но у нас ведь другой повод. У нас 8 марта поблизости, поэтому давайте вот с этой точки зрения посмотрим. Какие подарки женщины подготовили? В преддверии 8 марта я хочу сказать, что и мужчины смогут найти подарки для своих дам, и сами женщины смогут подобрать для себя подарок, да, потому что ни для кого не секрет, что книга – это самый лучший подарок. И вот сегодня я хотела бы с некоторыми изданиями познакомить. Например, у нас не так давно вышел книга-альбом «Татарская семья. Обычаи и обряды». Но само название говорит само за себя. Здесь повествуется о том, какие исторические факты есть интересные в татарской семье, в том, как воспитывались дети в татарской семье. Надо сказать, что здесь все разделено по разделам, начиная со вступления в брак, затем рождение ребенка, затем уже воспитание ребенка и уже также уход из жизни, да, то есть у нас есть определенные какие-то традиции. Вот эта книга, она на самом деле возвращение к истокам, и любая семья сможет для себя что-то интересное почерпнуть мудрость тех вот веков, да, и на самом деле такая настольная семейная книга. А я бы еще добавила, извините, перебью, то, что это очень актуальная книга, исходя из того, что этот год объявлен годом родного языка и народного единства. Да, вот и, кстати, она вышла сразу на 3 языках, на татарском, русском и английском языках, поэтому эта книга вообще шикарный подарочный вариант. Она и выглядит прекрасно. Да, и для тех, кто хочет познакомиться с историей татарского народа, и для тех, кто хочет почерпнуть что-то новое. Затем для дам, которые, творческих дам, я бы сказала, вот вышло такое шикарное издание выдающегося ученого Фуата Валеева «Татарское народное декоративное искусство». Вот обложка такая, что даже это украшение хочется вот как бы взять, настолько оно в оригинале фотография и настолько передает всю красоту, но, собственно, как и само издание. Книга, она как монография, да, но абсолютно... То есть там все пошагово, все как сделать, все инструкции, да, как можно что-то мало того, здесь можно почерпнуть еще что-то историческое, опять-таки. И те, кто занимается, например, татарским орнаментом, или резьбой по дереву, или же какими-то кожными, ювелирными изделиями, вот здесь вот все разделено по разделам, и каждый почерпнет что-то интересное. Например, вот ювелирным, да, очень большая глава посвящена ювелирным украшениям татарским, да. Пожалуйста, тема переживает ренессанс, потому что какое-то время все были склонны так упрощать. Я даже просто видел там раздел, там были двери, да, резные, ставни, двери. Да. И все привыкли ставить просто железные двери там и вот пластиковое окно. А сейчас люди вспоминают, что, оказывается, ведь раньше можно было делать красиво. Ну, да, это, как говорят, новое, это хорошо забытое, старое. И точно. Вот здесь вот все. И, пожалуйста, тканевые, да, изделия, то есть кожаные изделия. И вот здесь, на самом деле, несмотря на то, что это монография, те дамы, которые занимаются творчеством, вот это вот, просто книга-подсказка. Да. Тем более такого выдающегося ученого, как Фуат Валеев. Замечательно. Да, здорово. Затем хотелось бы познакомить с тоже очень интересным изданием. Это татарские народные пословицы и поговорки. Но, я думаю, не найдется такого человека, который не использует какие-либо поговорки и пословицы. И вот те дамы, которые хотят разнообразить свою устную речь, которые хотят стать более остроумными. Блеснуть эрудицией. Да, блеснуть эрудицией, пожалуйста. Она такая маленькая, она помещается в сумочку и может быть таким хорошим и подарком, и таким... И очень симпатично, по-женски так выглядит она еще. С татарским орнаментом. Затем хотелось бы остановиться на писательнице
писательницах, которые у нас предпочитают наши тоже дамы читать. Вот, например, всем известная Мадина Маликова. Вышло произведение, книга, точнее, «Вкус ржи». Здесь вошло несколько произведений, но во главе это сам роман «Вкус ржи». Это роман о молодых людях, которые только-только вступают в новую жизнь, и у них очень так интересно развиваются события, но во главе, конечно же, любовь. Поэтому этот роман и эта Молодые книга... насколько? Ну вот только-только, которые, еще раз говорю, начинают жизнь, это студенческие времена, это вот именно вступающие в большую жизнь, это на самом деле, ну еще раз повторюсь, во главе всему любовь. Как и во всем в жизни. Как и должно быть, да. Как и должно быть, да. Или, к примеру, вот книга Эльмиры Шарифуллиной «Алма-Апа». Здесь и несколько сразу видов произведений, это и повести, и рассказы, и эссе, и пьесы. И надо сказать, что они, каждый из них с таким глубоким психологическим смыслом, и читая вот эту книгу, можно вообще что-то даже для себя, для жизни почерпнуть. Поэтому для дам вот эти вот издания, они просто на одном дыхании. Мы тут все продам, но... Ну, в преддверии 8 марта. Да, в преддверии 8 марта. Можно я еще, Да. хотела бы вот еще раз, вернее, остановиться на таких изданиях. вкусненьком, да. Да, «Секреты татарской кухни». Ну, эта книга не нуждается Это, в знаешь, она представлении. вроде как будто бы и для дам, но для Ну, да, мужчин. на самом деле много мужчин умеет и вкусно готовить, и вот татарская книга. Ну нет, и мы для татарская вас будем кухня. готовить. Да. Вот, Всем вот должны универсальный. готовить. Вот, по этой книге. Универсальный. Посмотрите, тут каждый рецепт Тоже пошагово, полностью с фотографиями, со всеми И качество деталями. прекрасное, что Да. тоже немаловажно. Так что и прекрасный подарок как для мужчин, Да. так и для женщин. Вот, чтобы ты успокоился уже. Нет, И это не я считаю, что да. обижался. Вот кому нравится готовить, то ты должен готовить. То есть тебе все-таки вот это вот. А мне лучше нравится подать, да? путешествие по карте Вот, географические. кстати, да, Тоже это детская история. детское издание. У нас уже не первый проект, когда книга выходит в панорамном виде, да, вот эта вот книга, которая расскажет интересно и покажет яркая много, и очень, яркая, да. То есть это вот формат панорамы. И вот не зря она увлекла сразу вас, потому что она вот действительно Нашего такая мальчика. яркая. И хочется сразу взять в руки. Ну, яркая книга, она всегда привлекает внимание. В целом, мы сейчас придумали подарки на 8 марта, да, мы это как проговорили. Но в целом, что сейчас вообще пользуется спросом? Вот топ-3 издания или топ-3 жанра, которые прям на расхват? Ну, вы знаете, традиционно пользуется спросом татарская классика. Это бесспорно, да, это Тукай, Муса Джалиль, другие наши классики. Если говорить о современных авторах, то, как вот я сегодня принесла, это Мадина Маликова, это востребованы другие тоже молодые писатели. А вообще, если говорить по жанрам, то это всегда традиционно детская литература у нас самая востребованная. Затем идет краеведческая, историческая, проза и поэзия. В общем-то, в каждом сегменте, в каждом жанре есть свои предпочтения, и поэтому наша задача, так скажем, вот такую мозаику большую разложить для читателей и предложить как можно Прекрасно, больше. что на самом деле это все востребовано. Абсолютно. Абсолютно точно. Вот, Спасибо большое поэтому- за идеи, за то, что показали, что читать это не просто интересно, это еще и красиво, как Да. мы видели у нас в кадре.